Друзья, рад вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 25 марта 2020 года. Карты уже выложены. Второй раз уже записываю видео, поэтому не буду перекладывать. Итак, основная карта дня – Валет Трефовый. Карта перемен, которые, кстати, не очень-то поддаются нашему влиянию. То есть это судьба, это перемены, происходящие в обществе, в государстве, в законах, в мире. Вот они начинают воздействовать очень сильно на нашу жизнь, и нам приходится приспосабливаться. Либо мы отказываемся от того, что с этими новыми правилами, переменами не сходится, либо начинаем что-то новое. В любом случае здесь у нас идут перемены. Кроме того, эта карта еще связана с какими-то шагами, которые мы не привыкли совершать. Скорее всего, придется что-то менять. А также карта связана с какими-то ссорами, спорами. Если сегодня будет хотеться со всеми поспорить, поссориться, переругаться, да, то лучше этого не делать, потому что это трудно будет исправить. Здесь действительно карта, которая очень серьезное на будущее имеет влияние. Поэтому лучше всю вот эту активность, эмоции лишние, их пускать в спорт, в дела, в работу, да, в общем, здесь будет тогда действительно что-то хорошее, какие-то достижения, получите удовлетворение, по крайней мере, от того, что вот эта энергия потрачена правильно. Кроме того, здесь может быть какое-то или расставание с чем-то или с кем-то. В общем, пришло время для того, чтобы что-то поменять. Кроме того, эта карта еще и соревнований. То есть, может быть, у вас возникнет такая необходимость догнать и перегнать кого-то, да, победить кого-то, доказать самому себе что-то. Может и такое настроение быть. Но в любом случае очень хорошее время для того, чтобы проявлять активность, для того, чтобы действовать в выбранном направлении и в своих интересах, кстати. И еще, вы знаете, вот эта карта, она как следствие ноябрьских событий в прошлом. То есть то, что было вот в ноябре 2019 года, какие-то важные события у вас происходили, вот сейчас на них могут приходить последствия. Может быть, какие-то важные решения приняли в ноябре. Может быть, люди приходили какие-то в ноябре, да. В общем, в любом случае, все, что происходило такого важного, вспомните, вот сейчас последствия происходят как раз вот того, что было. Или, может быть, с этими обстоятельствами, которые приходили в вашу жизнь, с этими людьми начинается вот трансформация. То есть у вас отношения могут меняться, у вас может что-то происходить, какие-то перемены именно вот с тем, что было тогда. Меняется вот то, что было заложено в прошлом. Но здесь все справедливо, здесь не может быть чего-то нам во вред. То есть все равно здесь идет развитие, но только оно под давлением обстоятельств. То, что мы сами не хотели развивать, а вот теперь жизнь нас заставляет делать. Итак, отношения, дополнительная карта дама трефовая. Вот в отношениях может быть даже и сложно очень. Может быть какой-то обман или манипуляции. Но то, что трудности, это 100% будут. И они вот тоже очень трудно подвергаются какому-то урегулированию. Вот лучше сегодня вообще не спорить, лучше сегодня вообще не ссориться, иначе это может привести к разводу, к расставанию, к проблемам большим. То есть отношения вообще табу. Лучше стараться всю энергию в работу, в физическую активность, в финансы и так далее, да, но не в отношения. Вообще эта карта такой непредсказуемости, когда может агрессия проявляться, когда может... Тем более, знаете, здесь даже и вопросы с детьми тоже могут быть связаны. Допустим, родители не могут договориться о том, что вот предпринять в отношении ребенка, и даже из-за этого можно поссориться. То есть, стараться вообще как можно меньше контактов в этот день. Для работы дополнительная карта выпадает туз трефовый. Карта очень хорошая, которая говорит о том, что на работе могут быть либо какие-то сделки новые, либо соглашения какие-то важные. Особенно если вы ищете работу, вот можете вполне найти работу или положительный ответ получить. Допустим, когда-то вам уже
вы уже, допустим, были на собеседовании, вам сказали, там позвонят, и вот могут позвонить. Кроме того, эта карта еще у нас и каких-то отношений, связанных с обязательствами. Может быть, раньше были какие-то договора, и вот сейчас они либо прекращаться могут, либо вы должны будете выполнить те обязательства, которые вот брали на себя когда-то. Также карта, знаете, единение, когда вы чувствуете единство там с коллегами, да, или когда вы желаете объединиться с кем-то в партнерство, да, в общем, в любом случае мы усиливаемся тогда, когда мы с кем-то вместе. Также карта еще и предложение какого-то выгодного. Допустим, то, что раньше, может быть, вы предлагали, и это было отвергнуто, сейчас можно снова попробовать, и тогда может получиться. Либо наоборот, те соглашения, которые раньше были, они могут разрываться. Для тех, у кого ничего такого серьезного и нового особо не происходит, это просто возобновление нового цикла, да, то есть вы просто начинаете, вернее, продолжаете то, что вы делали раньше. То есть здесь может быть новый виток какой-то, новый уровень, но в принципе все остается по-старому. Единственное, лишнее, конечно же, уходит, то, что вам не служит, то, что вам мешает развиваться. А все, что как бы вас стимулирует к росту, все, что дает вам возможность в дальнейшем зарабатывать, проявлять себя, здесь все будет как бы на новый уровень выходить. Может быть, даже для кого-то повышение, кстати. Вот по этой карте могут приходить даже предложения о больших деньгах. Может быть, даже и такое. Либо, допустим, должность, которую вам предложат, новую, да, на новом уровне, она будет гораздо более прибыльная. То есть здесь может быть, как мы как бы уходим от прошлого, так и начинаем что-то новое. Здесь вот такие могут быть глобальные перемены. Если же это как бы просто такие рядовые вопросы, то здесь может просто потребоваться привести в порядок документы, может быть, закончить какой-то период отчетный, или, может быть, навести просто порядок на рабочем столе и так далее. То есть это тоже будет важно, потому что будет влиять на ваше внутреннее состояние. В финансах семерка бубновая в дополнение к валету трефовому говорит о том, что деньги могут приносить звонки, может быть, встречи даже. Может быть, нужно будет с кем-то поговорить, побеседовать. Может быть, нужно будет переговоры какие-то провести для того, чтобы деньги получить. И вообще хорошая карта для общественных связей, да, то есть для связи с общественностью. Вы можете использовать свои связи, прошлые, может быть, настоящие, для получения денег. Кроме того, карта, знаете, новых контактов очень будет удачно. Также карта говорит о том, что какие-то ваши проекты требуют продвижения, либо вам нужен совет, может быть, даже финансовый совет. Это тоже будет приносить деньги. Также карта говорит о том, что, может быть, какие-то манипуляции с деньгами надо провести. Эта карта еще и Козерога. Знаете, тут может быть, в общем, вы можете использовать то, что имеете для получения дохода какого-то. То есть подумайте, что вы имеете для того, чтобы какой-то новый источник дохода для вас открылся. Может быть, вы имеете связи какие-то с людьми, которые, может быть, высоко стоят, да, может быть, у них высокое общественное положение, и они как-то могут вам помочь заработать. Но подумайте, что вы такое имеете, что можете превратить в деньги. Очень удачный день для этого. Далее, что может быть удачей? Сегодня девятка бубновая. Удача в том, чтобы не держаться за то, что уходит. Карта говорит о том, что будут какие-то значительные перемены, и удача в том, чтобы не препятствовать. Если оканчивается что-то, оканчивается какой-то период, нужно тоже, чтобы все было как бы
ну, можно сказать, чисто, да, то есть завершить дела нужно довести их до конца. Очень хорошо и удачно это будет. Кроме того, любым каким-то эмоциям отрицательным нужно говорить нет, любому поведению деструктивному нужно говорить нет. Не думать о болезнях, не думать о смертях, но о трансформации нужно думать. То есть почему, допустим, мы вот сейчас оказались в таком положении, наверное, ну, почему мы беспокоимся? Наверное, у нас нет какой-то опоры, может быть, нет опоры на финансы, может быть, у нас какие-то проблемы с близкими людьми или еще что-то, да? То есть почему мы сейчас в сложное время находимся в такой ситуации, когда мы переживаем и боимся чего-то? Может быть, мы раньше не побеспокоились о том, чтобы вот это трудное время нам было комфортно пережить? То есть нужно подумать о вопросах безопасности, стабильности и так далее. То есть, может быть, их нужно, ну как бы, нужно начинать этим заниматься. Так, что еще можно по этой карте сказать? Так, удача. Удача. Ну, в общем, удача в переменах, удача в трансформации, когда мы меняемся сами, когда мы соответствуем переменам, которые происходят в жизни. И когда мы не спорим с жизнью, когда мы стараемся ей соответствовать. Я не сказала, как решить проблему, да, вот. Еще мы про проблему не говорили. Итак, проблема у нас по шестерке трефовой. Карта говорит о том, что проблема будет тревожиться, ну, проблема будет, если мы будем тревожиться, если мы будем печалиться или будем как-то переживать. Хорошее время для того, чтобы вот решить проблемы с помощью обращения к высшим силам. Опять у нас идет этот посыл, да, когда происходят какие-то события, на которые мы не можем повлиять, лучшее, что мы можем сделать, это как бы поддерживать свою совесть чистой, да, и обращаться к высшим силам за помощью. Это вот как бы самое лучшее, что нас поддерживает, что дает какой-то стержень. Ну, для тех, кто во что верит, да, кто-то к религии обращается, а кто-то к высшим силам. В общем, в любом случае это будет помощь. И как решение проблем семерка пиковая, она предлагает решить какие-то бумажные вопросы. Для того, чтобы было спокойнее, для того, чтобы было легче вот этот период трансформации переживать, нужны какие-то бумаги. Это могут быть какие-то доверенности, договоренности. Это может быть какие-то письма для важных людей. Это могут быть какие-то даже завещания, да. Вот карта говорит о том, что вот чтобы вам меньше беспокоиться, да, нужно решить какие-то вопросы, связанные с бумагами, может быть, ценными бумагами, в которые, может быть, у вас вложены средства. Либо, может быть, это деньги, кстати, тоже, да, то есть, может быть, нужно, чтобы был какой-то запас денег. Также карта говорит о том, чтобы мы учились, получали дипломы, получали какие-то свидетельство об образовании, да, для того, чтобы нам можно было легко поменять работу. Но в любом случае вот здесь вот какие-то бумажные дела, они могут нам помочь вот преодолеть вот эти трудности дня. Для совета у нас выпадает карта Король Бубновый. И здесь карта говорит о том, что, скорее всего, нужно будет ориентироваться на то, что нам дает прибыль, что нас меняет, что нам дает возможность вырасти в плане профессиональном, увеличить свои финансы. Вот всем этим желательно заниматься. Вот эта карта связана с коммерцией. То есть если у вас есть необходимость сегодня что-то продавать, очень удачный день. Можно, в общем, очень удачный день для индивидуального предпринимательства, для любых продаж. Знаете, самое главное здесь соблюдать такую независимость, не попадать под давление вот этих высших обстоятельств или не попадать под давление общего какого-то мнения по поводу денег. То есть здесь вот нужна выдержка. Если вы идете на риск, то только на обоснованный. Вообще вот по этой карте идет расширение. То есть совет думать о том, как вам увеличивать финансы, как воспользоваться, может быть, ситуацией сейчас
для того, чтобы свои финансы увеличивать. Наверняка есть сегодня такая возможность. Ну и кроме того, смотрите, карта говорит о том, чтобы мы обратились к памяти, к своей. То есть у нас уже были перемены, мы уже переживали эти перемены, и в деньгах тоже были разные кризисы, да. Вот нужно обратиться к прошлому, что мы конкретно делали в прошлом, что нам помогло, да, и что нам помешало. Вот именно это и нужно повторить будет в этот день. То есть использовать как-то опыт прошлого. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.